Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок. Тема нашего урока – главные члены предложения, простое нераспространенное и простое распространенное предложение. Сегодня на уроке вы узнаете, какие члены предложения являются главными, какие второстепенными. Узнаете о простом распространенном и нераспространенном предложении. Научитесь распознавать и находить простые распространенные и нераспространенные предложения. Сможете описать красоту осени. А теперь давайте вспомним, какие члены предложения называются главными, какие второстепенными. Члены предложения бывают главные и второстепенные. Грамматическую основу предложения составляют главные члены, подлежащие и сказуемые. Подлежащее – это главный член предложения, который обозначает предмет, явление, понятие, отвечает на вопросы «кто», «что». Например, «идет дождь». В данном предложении подлежащее «дождь» отвечает на вопрос «что». Сказуемым называется главный член предложения, который обозначает действие, признак подлежащего, отвечает на вопросы «что делает». Например, Пушкин изображает красоту осени. Сказуемое изображает, отвечает на вопрос «что делает». Второстепенные члены предложения дополняют, поясняют подлежащее, сказуемое или другой второстепенный член. К ним относятся определение, дополнение и обстоятельства. Определение обозначает признак предмета, отвечает на вопрос «какой?», «чей?». Например, удивительной любовью наполнена каждая строка. Какой любовью наполнена каждая строка? Удивительной. В данном предложении определением является слово «удивительной». Дополнение обозначает предмет, на который направлено действие. Отвечает на вопросы косвенных падежей. Например, поэт был рад осени. Чему был рад поэт осени? В этом предложении дополнением является существительное осени. Обстоятельство указывает на место, время, способ, причину и цель действия. Отвечает на вопросы «где», «когда», «почему», «как» и так далее. Например, осенью природа притихает. Когда притихает природа? Осенью. В этом предложении обстоятельством времени является слово осенью. Ребята, а теперь выполним небольшое упражнение. Перед вами два предложения. Давайте сравним их и найдем главные члены предложения. Растет куст. Возле реки растет огненный куст рябины. Найдем главные члены предложения. В первом и втором предложении грамматическая основа одинаковая. Подлежащее – что? Куст. Сказуемое – что делает? Растет. По цели высказывания оба предложения повествовательные, по интонации невосклицательные. Если сравнить два предложения, вы увидите, что второе предложение намного красивее и информативнее. Добиться такого эффекта помогают второстепенные члены предложения. Сделаем вывод, что предложения, состоящие только из главных членов, называются нераспространенными. В данном случае это предложение «растет куст». А предложения, в которых кроме главных членов есть еще и второстепенные, называются распространенными. В нашем примере это предложение «возле реки растет огненный куст рябины». Ребята, сегодня на уроке мы будем говорить о таком прекрасном времени года, как осень. Но прежде выполним упражнение. Подберите синонимы к словам. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл.
унылая. Синоним к слову унылая – грустная. Очи. Синоним к слову очи – глаза. Багровый. Синоним к слову багровый – темно-красный. А сейчас попробуйте образовать существительные последующие модели. Очаровать, сожалеть, восхищаться, увидать, дышать. Обратите внимание на правильный ответ. Очаровать – очарование. Сожалеть – сожаление. Восхищаться – восхищение. Увидать – увядание. Дышать – дыхание. Надеюсь, ребята, что вы правильно выполнили задание. Ребята, выполним следующее упражнение. Перед вами нераспространенные предложения. Вам нужно преобразовать их в распространенные предложения. Наступила осень. Давайте посмотрим, какое предложение у нас получилось. Незаметно наступила золотая осень. Начались дожди. Смотрим, какое получилось распространенное предложение. Начались осенние дожди. Опустели парки. Смотрим на правильный ответ. Опустели городские парки. Вы видите, насколько красочнее стали распространенные предложения. Скажите, при помощи каких членов предложения они стали информативнее? Правильно, это второстепенные члены предложения. Ребята, я подготовила для вас небольшой диктант, который называется «Начало осени». Вначале я прочитаю этот текст целиком в нормальном темпе, чтобы вы поняли основную идею текста. Во второй раз я буду читать его с паузой, для того, чтобы вы смогли записать текст. И в конце мы его проверим. Итак, начнем. Начало осени. Деревья уже начали сбрасывать золотистую листву. Еще теплые и солнечные дни становятся короче. Все чаще идут дожди. Сегодня через оконное стекло пробиваются яркие лучи осеннего солнца. Хорошо в такой день прогуляться по осеннему парку. Теперь я прочитаю этот же текст еще раз, но медленно, чтобы вы смогли его записать. Вы готовы? Начинаем. Начало осени. Деревья уже начали сбрасывать золотистую листву. Еще теплые и солнечные дни становятся короче. Все чаще идут дожди. Сегодня через оконное стекло пробиваются яркие лучи осеннего солнца. Хорошо в такой день прогуляться
по осеннему парку. Мы закончили писать диктант. Я вас поздравляю. Теперь можно приступить к проверке диктанта. Посмотрите на экран. Начало осени. Деревья уже начали сбрасывать золотистую листву. Еще теплые и солнечные дни становятся короче. Все чаще идут дожди. Сегодня через оконное стекло пробиваются яркие лучи осеннего солнца. Хорошо в такой день прогуляться по осеннему парку. Ребята, оцените себя по следующим критериям. Вы получаете 5, если у вас отсутствуют грамматические и пунктуационные ошибки. Оценка 4 ставится, если имеются 1-2 грамматические и пунктуационные ошибки. Если имеются более 3 и 4 грамматических и пунктуационных ошибок, вы получаете 3. Оцените, пожалуйста, себя по этим критериям. Известный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин не раз повторял, что осень – его любимое время года. Именно осенью мы должны быть благодарны поэту за то, что он создал произведения, которые вошли в сокровищницу мировой литературы. Давайте сейчас послушаем одно из его стихотворений. Внимание на экран. Александр Сергеевич Пушкин. Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увиданье, в багрец и в золото одетые леса. В их сенях ветра шум и свежее дыханье, и мглой волнистую покрыты небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. Наверняка вам понравилось это стихотворение. Оно очень красивое. Согласны? Всего 8 строк, а сколько чувств. Ребята, давайте выполним тест. Выразите согласие или несогласие с данными ниже утверждениями. Пушкину нравились все времена года. Поэт любит пышное природы увядание. Багрец и золото. Эти слова придают картине возвышенность, торжественность. Автор передает чувство восхищения, чувство грусти, так как осень уходит. В стихотворении использованы только эпитеты. А теперь проверьте себя. За каждый правильный ответ 1 балл. Пушкину нравились все времена года. Правильный ответ – нет. Мы уже отметили, что для Пушкина любимым временем была осень. Поэт любит пышное природы увядание. Правильный ответ – да. Багрец и золото. Эти слова придают картине возвышенность, торжественность. Правильный ответ – да. Автор передает чувство восхищения, чувство грусти, так как осень уходит. Правильный ответ – да. В стихотворении использованы только эпитеты. Правильный ответ – нет, так как кроме эпитетов там использованы другие изобразительно-выразительные средства. Ребята, посчитайте, сколько баллов вы набрали за этот тест. А теперь давайте определим,
Какие же предложения использовал поэт в своем стихотворении? Найдите и подчеркните главные члены предложения и определите вид предложения – распространенное или нераспространенное. Посмотрим правильный ответ. За правильный ответ вы получаете 1 балл. Унылая пора. Пора подлежащее. Это предложение распространенное. Очей очарование. Очарование подлежащее. Распространенное предложение. Люблю я пышное природы увядание. В этом предложении подлежащее «я», сказуемое «люблю». Предложение распространенное. И мглой волнистою покрыты небеса. Небеса подлежащее, покрыты сказуемое. Предложение распространенное. Ребята, мы выполнили с вами несколько заданий. Мы узнали, как вы освоили содержание стихотворения и какие же предложения использовал Пушкин в своем стихотворении. А сейчас выполним небольшой тест. Вам нужно определить, каким членом предложения являются выделенные слова. Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Правильный ответ А. Подлежащие. Удивительно переменчивы картины осени. Правильный ответ Г. Дополнение. Осенью листья пестрым ковром укрывают землю. Правильный ответ – обстоятельства. Осенняя погода переменчива. Правильный ответ – В. Определение. Мое любимое время года – осень. Правильный ответ Б. Сказуемое. Ребята, сегодня на уроке мы с вами выполнили много заданий. Вы набирали баллы. Давайте посчитаем, сколько баллов набрал каждый из вас. Запишите в таблицу количество баллов, которые вы набрали, и оцените себя. Первое задание. Подбор синонимов. Максимальный балл – 3 балла. Второе задание. Образование слова по модели. Максимальное количество баллов – 5. Третье задание. Преобразование предложений. Максимальное количество баллов – 3. Четвертое задание. Диктант. Максимальное количество баллов – 5. Задание пятое. Выражение согласия и несогласия с утверждением. Максимальное количество баллов – 5. Шестое задание. Определение членов предложения и вида предложения. Максимальное количество баллов – 4. И седьмое задание – тест. Максимальное количество баллов – 5. Общее количество баллов составляет 30 баллов. Это максимальный балл. Оцените себя по данной шкале. Если вы справились со всеми заданиями, вы молодцы. Ребята, наш урок подошел к концу. Ответьте на следующие вопросы. Что было для вас важным на уроке? Что у вас получилось хорошо? Над чем вам следует поработать? Запишите домашнее задание. Опишите осень в вашем городе или селе. До свидания. До новых встреч в эфире.